Заходи market.docha.com, покупай спортивное питание, атрибутику и одежду по самым низким ценам. market.docha.com. Твой главный помощник на пути к новым рекордам. Да, это будет громкое событие. UFC 209 4 марта уже вот-вот наступит. Хабиб и Фергюсон, эти парни ненавидят друг друга. Этот бой будет хорош, заявил Уайт. Между тем Дейна надеется, что одно из громких обещаний уроженца Дагестана в адрес Тони не сбудется. Оторвать лицо своему противнику. Да, надеюсь, что этого не произойдет, отметил Дейна Уайт. Да ладно, 24 победы подряд, это же набитый рекорд. Как только в бою требуется выносливость, его хватает на 2 раунда. А я могу драться 4-5. Между тем, в 4 из 5 последних поединках Хабиб побеждал как раз в 3-м раунде. Только Даррел Хорчер лег раньше. Сказать, что многие колкие фразы Тони в адрес Хабиба несут скорее эмоциональный характер, значит ничего не сказать. Особенно после того, как во время одного из интервью, после многочисленных лестных слов и восхищений в адрес Хабиба со стороны репортера, прозвучал комментарий Тони: «Да, Хабиб скучный», и пару раз назвал его сынком. Хочется верить, что Тони отстоит хотя бы половину своих слов. И, кстати, в этот раз, друзья, нам будет проще лицезреть встречу Хабиба и Тони в октагоне. Разрешилась эпопея с покупкой прав на телевизионное вещание боя каналом Матч ТВ. Все болельщики смешанных единоборств из России будут смотреть поединок 5 марта в прямом эфире. Хорошая новость прилетела прямиком от Тины Канделаки. Вернемся к самому поединку. Предстоящая схватка обещает быть гораздо жестче и зрелищнее, чем бой Феди и Митриона. И многие фанаты Хабиба уже представляют россиянина в поединке с Конором после победы Орла над Эль Кукуем. Но дело в том, что Тони предостерегает своего будущего соперника от желания провести бой против Конора Макгрегора. Так, по мнению уроженца Мичигана, Нурмагомедову лучше сосредоточиться на предстоящем поединке, нежели грезить схваткой с ирландцем. Цитата. «Хабиб, тебе лучше сфокусироваться на нашем бое, а не на Макгрегоре. Ты заглядываешь слишком далеко, делаешь ту же ошибку, какую допустил Рафаэль дос Аньес. Этот парень не представляет для меня проблем, пока есть моя выносливость и ноги подо мной. Ты говоришь, что хочешь сломать мне руку? Да мне плевать, что у меня останется целым. Я буду бить тебя как безумный, буду бить тебя всем, что у меня есть», заявил американский боец. Сколько бы громких заявлений не проливал Тони, некоторые отдельные бойцы Беллатора уверены, что Фергюсон не сможет победить в битве за временный пояс Хабиба. Бойцы уверены, что Тони не в силах победить первого номера в легком весе. Говорят, он недостаточно хорош, чтобы остановить Хабиба от выполнения им своего плана на бой. Добавляя, что Фергюсон, конечно, неплохо смотрится во всех областях ММА, но нигде он не может восхитить своими навыками. Разнящиеся мнения всегда были и будут, но хочу сказать, что в плане объективности судей в этот раз должно быть все в порядке. Определилась кандидатура человека, который рассудит поединок Хабиба и Тони. Этим человеком стал 46-летний Херб Дин, один из самых узнаваемых и наиболее уважаемых рефери в мире ММА. На его счету более 3500 профессиональных матчей во всем мире. Трехкратный обладатель номинации рефери года. Что крайне важно, Дин сам выходец из ММА. Так что надеюсь, контроль поединка будет в надежных перчатках. Но больше всего, друзья, мне понравился комментарий нашего бойца Магомеда Исмаилова. Цитата. Начнем с того, что у Тони нет резервов, чтобы дать себя повалить и встать из-под Хабиба, а у Хабиба есть резервы, чтобы повалить и удержать на полу 2 Тони. Когда напротив тебя Хабиб, хочешь ты этого или нет, но ты будешь думать о борьбе. О том, чтобы оставаться на ногах, а это мешает быть сосредоточенным на том, что ты умеешь лучше всего. Все, кто валил Тони, даже не имея нужных навыков для этого, Барбоза, например, искали свое спасение. Именно поэтому Тони чувствовал себя там комфортно. Но когда тебя валит Хабиб, спасение нужно искать тебе. Все, что тебе остается, это либо принимать удары в голову, либо закрываться от них, потому что попытки встать из-под него – это потраченные силы впустую. Все надежды, которые летают у Тони в голове, крутятся вокруг выносливости Хабиба, но и они будут гибнуть с каждым раундом. Джонсон тоже думал, что все, что может Хабиб – это борьба, до момента, пока ему в челюсть не прилетел жгучий апперкот.
Лохматый парень говорит об идеальности Тони, но более убедительно о его неидеальности нам рассказал Майкл Джонсон. Друзья, а что вы думаете по поводу поединка Тони и Хабиба? Напишите в комментариях ваше мнение, ведь я знаю, многие из вас далеко не понаслышке знают о бойцовской сфере. С вами, как всегда, был Панин Вид на канале docha.com. Подписываемся, друзья, и ставим лайки. Всем спасибо, еще увидимся.